Президент Абхазии Аслан Бжаня посетил Галский район. Делегация прибыла в составе премьер-министра Александра Анкваб, руководителя администрации президента Джансу Хананба, министра внутренних дел Роберт Акиут. Руководство страны встретил глава администрации Галского района Константин Пилия. Аслан Бжаня проинспектировал работы в Центральном городском парке Гала. Заместитель главы администрации Нарсоу Джопуа рассказал президенту о ходе ремонтных работ, которые начались в октябре 2022 года. Джопуа отметил, что на эти работы из местного бюджета было выделено 5 миллионов рублей. В перечень работ вошла и укладка тротуарной плитки, установка лавочек и мусорных урн. В ближайшее время остается озеленение, добавил Джопуа. Все лавочки установлены, освещение установлено, мусорные баки установлены. Единственное, что у нас есть небольшая проблема с озеленением. В связи с ливными дождями семена чуть-чуть смыло, и сейчас мы собираемся повторно опять. После того, как делегация проинспектировала ход работ, а глава государства ознакомился с процессом восстановления парка, Аслан Бжаня пообщался с местными жителями и расспросил об актуальных вопросах и проблемах гальцев. Затем делегация направилась в районный дом культуры на отчетное собрание. Открыл его глава района Константин Пилия. Первым с докладом выступил Роберт Джиба. Он отметил, что налоговые показатели перевыполнены по всем видам налогов. По итогам первого полугодия 2023 год общий объем поступления в бюджет составил 32 миллиона 207 тысяч рублей. При плане 22 миллиона 453 тысячи рублей. Перевыполнение в суммарном выражении составило 9 миллионов 754 тысячи рублей. Процент выполнения 143%, динамика рост 140%. Налог на прибыль при плане 2 миллиона 32 тысячи, выполнено 2 миллиона 480 тысяч рублей. Перевыполнение составило 400 тысяч 448 рублей. Процент выполнения составила 122%, динамика рост 108%. На повестке дня также стояли результаты деятельности районного отделения внутренних дел, филиала РУП «Черноморэнерго» и финансово-хозяйственной деятельности. Межбюджетные трансферы из республиканского бюджета, в том числе и субсидии, в полном объеме направляются на выплату заработной платы основным категориям работников в сфере образования, здравоохранения, культуры. Что касается исполнения доходной части бюджета Галского района, в частности собственных доходов за первое полугодие, то оно составило 31 миллион 102 тысячи рублей, при плане 21 миллион 753 тысячи рублей, что на 9 миллионов 349 тысяч рублей больше сравнительно с предыдущим годом. Расходная часть бюджета за аналогичный период исполнена на 101,8%, отметил в своем выступлении начальник финансового отдела Хаджират Адзенба. По итогам полугодия 2023 года с согласования с Министерством финансов Республики Абхазия было принято решение Гальского районного собрания об изменении бюджета за счет изменения остатков на начало 2023 года в сумме 7 миллионов 42 тысячи рублей. В результате увеличения расходов появилась возможность завершить работы по благоустройству Центрального парка, мини-футбольного поля, приобрести необходимое навесное оборудование для тракторов сельского хозяйства, приобрести служебный автомобиль в Галмедиа, финансировать дополнительный штат бухгалтеров отдела образования, учесть необходимые расходы в отдел молодежи и спорта, обеспечить бюджетное финансирование 22 штатных единиц педагогов музыкальной школы района с 1 сентября 2023 года. О благоустройстве и поддержке надлежащего состояния территории города, ремонтных и аварийных работах, а также проблемах управления городского хозяйства доложил первый заместитель главы администрации Галского района, начальник УГХ Дмитрий Адлиба. Управление городского хозяйства администрации района в период с 1 января по 1 июля занималось как текущими плановыми работами по благоустройству и поддержке надлежащего санитарного состояния территории города, так и проведением иных работ в рамках создания благоприятной среды и обеспечения комфортных условий населения города, в том числе ремонтные и аварийные работы на линиях водовода, городской водораспределительной сети и канализации. За данный период в УГХ поступило более 96 заявлений от жителей Гальского района самого разного характера. Все заявления были рассмотрены и направлены в соответствующие службы. Все мы знаем, с какими проблемами столкнулась республика в связи со стихийными бедствиями на разных территориях. Но в Галском районе по поручению главы администрации нами были проведены масштабные работы
Ну, относительно нас они действительно масштабные по расчистке русел рек и по расчистке канализационных ливневых стоков. Благодаря проделанной работе нас эти стихийные явления, даже в случае так называемых залповых ливней, мы мало пострадали. Хотя у нас в этом вопросе все равно есть проблемы. Мы продолжаем очистку ливневой канализации. Это касается южной части, нижней части города. Работы продолжаются, но мы ориентируемся на те средства, которые есть в нашем распоряжении. Нам очень нужна аварийно-ремонтная работа для службы водоканала. Благодаря поддержке Сухумской администрации, в том числе, мы на крупные засоры вызывали Сухумскую аварийную бригаду, которая с помощью соответствующей машины пробивала нам канализацию. Им за это большое спасибо, но я почти уверен, что постоянно к ним обращаться за такой помощью мы не будем иметь возможность. Поэтому нам нужно приобретение именно такой единицы техники. Далее нам нужна автовышка-манипулятор для расчистки крыш, проведения подрезки деревьев. Беслан Жваня, зачитывая доклад об итогах оперативно-служебной деятельности ОВД по Галскому району, отметил, что за первое полугодие было зарегистрировано 25 преступлений, из которых было раскрыто 20, что составляет 80% раскрываемости. В то время как за аналогичный период было зарегистрировано 16 преступлений, а раскрыто 13. Что касается тяжких преступлений, зарегистрировано 8, из которых раскрыто 3. Целенаправленная работа ОВД по Гальскому району за первое полугодие 2023 года была направлена на осуществление комплексных практических и организационных мероприятий, которые были направлены на укрепление правопорядка, усиление борьбы с преступностью, на соблюдение охраны общественного порядка и безопасности на обслуживаемой территории, защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств в условиях повышенных требований органов внутренних дел. В течение отчетного периода в производстве следственной группы ОВД по Гальскому району было 18 уголовных дел. Из них 2 уголовных дела, перешедшие с 2022 года. Возбуждено 11 уголовных дел, возобновлено 4. Поступило из других горорганов 1 уголовное дело. Окончено расследованием 9 уголовных дел. Направлено дел по последственности 1 уголовное дело. Приостановлено 4 уголовных дел. Остаток неоконченных дел 2. Составлено отказных материалов 9. Службой МОП за первое полугодие 2023 года проведена определенная работа. На профучете состоят 6 лиц с заведением контрольных карточек. Осужденных мерам наказания, не связанных с лишением свободы, 2 человека. Больных психическим заболеванием, состоящих на учете Министерства здравоохранения Республики Абхазия, 3 человека. Проведены рейдовые мероприятия, составление административных протоколов 119, исполнено отдельных поручений 146, запросы паспортного стола 108, запросы управления городского хозяйства 38, обеспечена охрана и конвоирование судебных заседаний 17, обеспечена охрана общественного порядка 16, осуществлено оперативно-профилактических рейдовых мероприятий 71. ЦРБ город Гал осуществляет помощь населению по хирургическому, терапевтическому, неврологическому, кардиологическому, травматологическому и педиатрическому направлению. Также оказывает помощь населению по родовспоможению. В медучреждении работают 42 врача, 56 медсестер и 16 санитарок. В 2022 году было 140 родов, из них 1 двойня. За первое полугодие 2023 года родилось 63 ребенка. За аналогичный период 2022 года было 61 родов. За отчетное время в стационар поступило 181 пациентов, из них оказана хирургическая помощь 41 больному. В рамках проекта ЮФО Dialog при поддержке программы развития ООН отремонтировано и скоро сдастся в эксплуатацию здание для сотрудников скорой медицинской помощи ИСС Гальского района. Отремонтировано помещение в условиях поликлиники ЦРБ для школы диабета совместно с общественной организацией «Диабетическое общество Абхазии» по проекту «Диабет не приговор». Также совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия решается вопрос о снабжении кислородными точками оперблока, терапевтического, хирургического и родильного отделений. Решается вопрос об установлении компьютерного томографа на базе лечебно-профилактического учреждения. Подготовлена и передана в Минздрав проектно-сметная документация по вопросу возведения грузового лифта на 2 этажа. Хотел бы заострить внимание на проблеме, связанной с ремонтом ЦРБ. Здание лечебного учреждения находится в критическом состоянии. Ремонтные работы в
послевоенном периоде не проводились ни разу, капитально имеется в виду. Из-за ветхого состояния многих помещений работа в них становится невозможной по санитарно-эпидемиологическим нормам. Исходя из вышеизложенного, прошу вас рассмотреть вопрос о включении ЦРБ города Галкин в программу по капитальному ремонту. В районе, к сожалению, проблем, как говорится, непочатый край. И эти проблемы решить не представляется возможным без вашего участия. Константин Эдуардович на всех площадках озвучивает и борется за решение этих проблем. Собрание пытается донести до компетентных органов о проблемах, представляющих не решение этих проблем для нашего государства. Первая и основная проблема – это, как мы все знаем, документирование. Вторая проблема сегодня в районе, которой нужно принять решение, это ввозимые извне твердые бытовые отходы, которые уже разрослись до таких масштабов, что очень дискомфорт создают населению. И глава района постоянно говорит о проблеме. Это мы видим, слышим, наблюдаем, нас постоянно обнадеживают, что в самое ближайшее время будут решены эти проблемы, но уже более 6 лет ничего не сдвигается с мертвой точки. Руководитель галского филиала РУП «Черноморэнерго» Нияз Джгиринай обратил внимание на необходимость капиталовложений в энергетическую отрасль. Глава государства поинтересовался о причинах снижения собираемости оплаты за электроэнергию, на что Джгиринай ответил: причина в цене. Если раньше 1 киловатт стоил 40 копеек, то сейчас 1 рубль. В то же время те, у кого стоят приборы учета, платят 100%. Всего их было приобретено 1000 штук. Уже установлено 400. До конца августа все оставшиеся приборы учета будут установлены, сказал Нияз Джгиринай. Об итогах деятельности за первое полугодие проинформировал глава администрации Галского района Константин Пилья. Глава района отметил ряд существующих проблем, связанных с питьевой водой, бесперебойным снабжением света, необходимостью реставрации электросети и установления дополнительных трансформаторов, а также непростую ситуацию с инфраструктурой в районе. Анализируя работу подразделений администрации и ряда других смежных организаций, мы понимаем, что успех состоит только в соразмерном, одновременном развитии всех направлений. Необходимо действовать слаженно, взаимодействуя со всеми службами, представленными в районе, с министерствами и ведомствами, с российскими партнерами, с международными организациями, аккредитованными в республике, и, конечно, с администрацией президента. Важнейшими задачами перед нами стоят это вопросы воспитания детей в дошкольных, школьных и среднеспециальных заведениях. Конечно же, сельскохозяйственная отрасль была и остается важнейшей частью экономики, на которую мы делаем упор. Общая площадь района составляет 43 тысячи гектаров, сельхозугодия из них 28 тысяч. Задействовано на сегодняшний день 13 тысяч га. Отдельная сфера – это туристическая составляющая. В районе более 19 километров прибрежной полосы, в районе она совершенно не развита. Это красивейшая и живописная набережная, это эвкалиптовые рощи, это песочные пляжи. И знаем, что и в советские времена эта зона была не очень востребована, да, и было тяжело привлечь отдыхающих. И сейчас такой период, что там практически невозможно привлечь инвестора. Это вопрос инфраструктуры, это дорожное покрытие. Аслан Бжани отметил, что основа экономики Галского района – это развитие сельского хозяйства. По словам главы государства, необходимо сделать так, чтобы предприятия, которые берут землю в аренду, работали эффективно. Тенденции, которые обозначились, выполнение плановых показателей, появились предприятия в области сельского хозяйства. Вот такие маленькие ростки – это, конечно, хорошо, но этого мало. Пройдет время, ближайшие 1,5 года, мы будем отчитываться о том, что мы сделали. И за нами должны быть существенные заделы. Задача номер 1, и не только в Гальском районе, в целом по Абхазии, это обеспечить наших людей работой. Уважаемые гальцы, на самом деле я испытываю к вам глубокое уважение.
население Гальского района дисциплинированное, трудолюбивое. Конечно, очень многое меняется. Конечно, слава тебе, Господи, благодаря и времени, и тем усилиям, которые предпринимались, жизнь, конечно, становится лучше. Но мы хотим, чтобы это произошло еще быстрее. Меня, как гражданина и руководителя страны, конечно, беспокоят цифры, которые здесь были названы. 200 с чем-то выпускников, и только 2 имеют соответствующие документы с вытекающими отсюда последствиями. Мы этим тоже займемся. Вы знаете, легко разрушить, а тяжело создавать. Вот были приняты меры в 2014 году, которые привели к таким тяжелым последствиям. Потом они укоренились в сознании людей, части наших граждан, якобы это верно. Сейчас нам придется это отыгрывать, и невозможно это сделать за один день. Но пошагово мы эти вопросы будем решать. Глава государства положительно оценил проделанную работу, но отметил, что в последующем показатели должны быть еще лучше, и дал руководителям структурных подразделений поручение по повышению эффективности деятельности. Илона Микава, Анжела Убилава, Борис Цацуа, Гал Медиа.